Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 13 марта 2020 года. Это у нас пятница 13. Посмотрим, что в этот день нас ждет. Обычно нас пугают этим днем. Что же ожидает в этот день? Восьмерка бубновая. Замечательная карта. Отношения, работа, финансы. Итак, самые важные события сегодня будут от нас не зависеть в основном. В основном это будет либо помощь от судьбы, либо будут обстоятельства складываться таким образом, как мы не ожидаем, но все нам на благо. В общем, карта такого покровительства судьбы, покровительства Вселенной. Будет открываться, скорее всего, какая-то новая возможность, ту, которую вы давно мечтали открыть для себя, да, вот как раз она появляется. Кроме того, вопросы, какие-то сложные вопросы, не могли помириться с партнером, или, допустим, не решались какие-то вопросы с партнером по бизнесу, любые задержки, любые проблемные вопросы, которые прям вот не давали жить, есть возможность их сегодня наконец-то закрыть. То есть все будет благополучно, вмешивается судьба, вмешиваются как бы покровители, да, и люди, которые обладают властью, обладают возможностью, они тоже могут помогать. Замечательный день для отношений. Карта говорит о том, что основные события будут происходить дома. Карта очень важная для приобретений. Если, допустим, кто-то приобретает недвижимость вот, для семьи, это просто замечательный день. То есть даже если не получалось, там, не одобряли кредит или не знали еще каких-то вот вопросов, связанных с недвижимостью, да, и информация нужная приходит, люди нужные приходят, и все здесь может получиться. Кроме того, любые вопросы дома, любые вопросы, связанные с ремонтом, покупками для дома, это все тоже очень важно. Там и земля, в принципе, тоже и аренда квартиры, и сдача в наем. В общем, абсолютно все вопросы, связанные с недвижимостью, которая является вашей общей, либо будет вашей общей. Кроме того, карта говорит еще о том, что выходят на первый план все вопросы дома. Это взаимоотношения с родственниками, с родителями, это взаимоотношения с детьми. В общем, все самое такое вот важное. Но карта говорит о том, что в принципе все решаемо, все будет стабильно. Если даже были какие-то проблемы, здесь идет улучшение, примирение, причем очень такое кардинальное изменение ситуации в лучшую сторону. Для работы выпадает дополнительно десятка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, здесь будут большие перемены в работе. Для кого-то, может быть, даже это будет перемена работы. Для кого-то это решение просто придет о том, что нужно что-то менять. Может быть, даже вы на той же самой работе остаетесь, но хотите что-то новое туда внести. Может быть, внутри компании какой-то переход может быть. Кроме того, здесь могут быть новые проекты, обучение. То есть может мысль прийти об этом, а может быть уже даже для кого-то начало. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то поездки по работе, ну, допустим, командировки. Но вообще вот очень хорошая карта для того, чтобы какие-то сделки коммерческие совершать, потому что эта карта очень прибыльная, когда нам везет буквально во всем. Кстати, вот эти две карты, они говорят о том, что даже если у вас были какие-то проблемы с работой, с обучением, с зарабатыванием денег, да, осуществлением каких-то проектов, они уходят. Причем обе карты, они говорят о покровительстве судьбы, да, то есть мы раньше вкладывались, допустим, очень много, и у нас не получалось, а теперь просто как-то все начинает само собой открываться для нас. То есть очень хорошее время, хороший день. Для финансов семерка бубновая говорит о том, что, скорее всего, деньги будут либо через партнеров приходить, через людей, с которыми мы общаемся. Это может быть и наши клиенты, да, может быть, это клиенты по интернету, это клиенты, с которыми мы встречаемся лично. Кроме того, здесь могут быть деньги либо за обучающие курсы, допустим, если кто-то преподает, либо здесь могут быть деньги, когда мы
обучаемся, то есть мы можем платить деньги за обучение, но потом нам это придет как бы добавочной суммой, да, к нашему финансовому потоку. Кроме того, карта говорит о том, что чем больше мы общаемся, чем больше мы заводим связи, знакомств, чем больше мы звоним, пишем и так далее, тем больше у нас денег. То есть открываются какие-то новые возможности для заработка, но через людей, через других людей. Давайте посмотрим на цыганском оракуле дополнительно удачу, проблему, как ее решить и совет дня. Итак, в чем удача дня? Карта говорит о том, что удача будет во встречах. То есть, чем больше мы встречаемся, вот это как бы у нас денежная карта говорила, чем больше мы встречаемся, чем больше мы общаемся, тем больше удачи. Но здесь вот у нас карта показывает, что здесь встреча именно один на один, лицом к лицу. То есть удача именно в таких коммуникациях, не когда много людей, и мы поверхностно общаемся, а когда человек один, да, и мы строим с ним взаимоотношения. То есть удача именно таким образом приходит. Это может касаться и работы, и денег, это может касаться и отношений в семье, отношений со своим любимым человеком, да, то есть нужно все внимание посвятить именно вот нашему партнеру, человеку, с которым мы общаемся, очень глубоко разговаривать, хорошие отношения поддерживать и так далее. Вот в этом удача дня. В чем проблема дня? Вот, а проблема у нас, в проблему выпала карта удачи. Может быть, когда нам что-то легко дается без труда, мы к этому привыкаем, и потом, когда что-то приходит в жизнь сложное, мы как бы не способны с этим справиться и начинаем предъявлять претензии к судьбе, к людям и так далее. То есть проблема в том, что мы не благодарим судьбу, когда она нам дает что-то хорошее, и возмущаемся, когда приходит что-то плохое. То есть самое главное, вот, чтобы не было проблем, нужно быть благодарными, нужно настраиваться на удачу, и нужно понимать, что вкладываться нужно в дело обязательно, в отношения. Чтобы заработать, тоже нужно вкладываться. То есть мы ждем, что будет все само собой происходить, и в этом проблема. А как решить проблему? Карты говорят о том, что проблему решить можно будет только тогда, когда мы мудро очень будем подходить к жизни, когда мы будем советоваться с людьми, вот, которые уже сами чего-то в жизни достигли. Может быть, проблема решится, если мы просто сядем и подумаем, как нам лучше жить, как нам лучше быть, где мы хотим оказаться в конце жизни, да, сколько у нас при этом должно быть денег, какая должна быть работа, какие рядом с нами должны быть люди. И это поможет вот решить проблему от ожидания чуда, когда мы не действуем, а когда ждем, когда что-то само собой произойдет. Даже если у нас здесь помощь судьбы, она приходит только тогда, когда мы сами вкладываемся, когда мы делаем какие-то движения, попытки. А теперь совет дня. Ну и здесь у нас тоже карта говорит о том, что нужно как-то очень внимательно относиться к информации, которая приходит. И если перед вами какие-то вопросы стояли долгое время, и вы уже привыкли, что не решаются они, вы можете не обратить внимание на какую-то новую информацию, на новых людей. То есть вы можете сделать вывод, что уже не получится. Так вот, карта говорит о том, что нужно сохранять вот эту готовность к решению. Будет обязательно решен вопрос, будет обязательно нужная информация, нужные люди. Здесь вот карта связана также с обучением, может быть, нужно поучиться чему-то, чтобы решить ваш вопрос. Ну и вообще эта карта, когда нужно побыть в одиночестве, да, сосредоточиться на том, что мы хотим, записать свои цели, планы и так далее. То есть нужно проанализировать вообще, что вы хотите и как к этому прийти. И обязательно появится возможность все эти вопросы решить. Вот, кроме того, эта карта еще может говорить о том, что мы сами можем
прийти к каким-то выводам. То есть это не обязательно внешняя информация, которая проявляется от других людей, с помощью каких-то там обстоятельств. Да, мы сами можем решить какой-то вопрос, нас вдруг это может озарить. Да, то есть для этого, конечно, нужно побыть в одиночестве, нужно сосредоточиться, нужно уделить этому время. Но в любом случае этот вопрос можно решить именно как бы опираясь на себя, на свой разум, на свою интуицию. То есть здесь вот у нас человек как бы в красном таком сидит, да, то есть красный это значит энергия, то есть вы уже потратили много энергии для того, чтобы вопрос решить, много бегали, много старались, а теперь пришло время подумать, да, то есть не нужно бежать куда-то, нужно сесть и подумать, что вам мешает или наоборот, что вам нужно, чтобы решить вопрос. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы все только самое лучшее для вас бывало. Всего вам доброго, до новых встреч. И замечательной пятницы 13-го.